Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Кутя24. С вами Петр Цупандин. Как видите, мы находимся в ресторане Red and Green. Семен Тарбаков со мной, мой постоянный соведущий Семен. И к нам сегодня в гости пришел Максим Шкира, мастер по изготовлению лофт-мебели, блогер, инженер по связи, ведущий мероприятий. Можно уже назвать человек практически оркестр. Практически, да. Практически так. Разносторонняя личность. Да. Максим, спасибо, что принял наше приглашение прийти к нам на передачу в гости. Да. У нас кулинарный концепт, мы его называем кулинарное ток-шоу, ключевое кулинарное, ключевое, может быть, ток-шоу. С чем ты к нам сегодня пришел, что будешь готовить? Слушайте, я больше сторонник более традиционной кухни. Ну, если мясо, то мясо. Мы сегодня приготовим с вами говядину, кусочек говядины с картошечкой и с овощами. Молодая картошка. Молодая картошка, целая да. палитра овощей у нас получается. Такая хорошая. Люблю, когда большое разнообразие овощей. Говорят, очень полезно. И полезно, а на самом деле еще оно на вид очень вкусно смотрится, когда разные цвета, то есть там красненько, желтенько. Да. Это красный, зеленый. Когда еда смотрится классно, тогда она еще и вкуснее оказывается. Да. Ага. Вкусно так рассказываешь, уже начал рассказывать. Да. Как вообще с готовкой на «ты», на «вы»? С готовкой? Ну, на «ты», но не всегда получается готовить. Ну, то есть не всегда только домой. На «ты». Да. Домой приходишь, и ну, иногда лень даже, правда, бывает. Там вечером приходишь домой, там что-то по-быстренькому себе сделаешь. Там. Вот. Ну, а так, чтобы готовить, мы там, допустим, не знаю, там иногда даже можем выходные взять, чтобы что-то вкусно приготовить. Есть коронное блюдо? Коронное блюдо. Мы очень любим в семье поке. Поке, либо конвертики мы делаем. Поке. Поке. Это рис, нори, кукуруза, рыбка, соевый соус. Вот это все вперемешку. А, еще туда идет это, как это называется, капусточка такая морская. Зеленая такая. Как она правильно называется? Нори, говоришь? Нет. Такая зеленая капусточка, из головы вылетело слово. Вот это. Ну, в общем, еще вот эта зеленая капуста. Чука, вот, чука-чука. Да, туда еще чука идет, и вот это все в перемешечку соевым соусом. Да. Чука вообще четко получается вкусно. Вот такую штуку мы любим. Что быстро, короче, что быстро готовится и что вкусно. Вот это мы любим. Хорошо, с чего мы сейчас начинаем? Давай уже начинать. Ну, мы немножко переговорили уже до начала. Я знаю, что вы там шебуршались. Мы сейчас, главное, поставить нашу молодую картошку немножко привариться. Да. Я займусь пока что мясом. Да. Мы ее привариваем. Почему? Привариваем, не довариваем мы ее, там буквально 2 минуты она покипит, и мы ее будем выкладывать для того, чтобы когда мы это в духовку положили, чтобы когда корочка появилась, она внутри тогда очень мягкая такая получается. Это как свои да. И когда она проваливается тебе, получается, в желудок, то там очень мягко так и нежно. Как говорится, очень интересный эффект получается. Да. Но сейчас уже можно картошку закладывать или как? Не, или когда сейчас ее порежем. Не, пусть кипит пока водичка. То есть, одновременно если что, все. Присолить? Водичку. Нет, присаливать ее потом будем, то есть в конце, то есть когда на противень выложим, мы ее уже туда присолим, поперчим, вот это все. Максим, наша первая рубрика. Так. Обращаю внимание. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Ну, я так понял, первая все-таки это вот инженер связи, да? То, что да, моя основная вообще, работа. Где ты вырос? Откуда ты родом сам? Я вырос в Якутске, родился здесь тоже в Якутске, учился в 16-й школе. Вот, отучился после школы. Хорошо учился? Шутка. Слушайте, неплохо. Не, на самом деле неплохо. Я без единой тройки закончил. То есть, это очень хорошо. Я даже где-то горжусь собой насчет этого. Да. То есть прилежный ученик, так. Ну, да. Заканчивал школу и думал куда-то поступать. Да, потом поступил в техникум связи. Ну, тогда был там набор такой жесткий, там чуть ли не на одно место. Кажется, до сих пор у меня руководитель, товарищ. Техникум связи. Ну, он сейчас по-другому как называется, там чуть ли не каждый год название могли менять. По-другому. Радиотехнический. Радиотехнический. Колледж телекоммуникационной связи, информационных технологий потом еще был. Мощная, короче. Ну, там, да, такой набор прям был. До сих пор. До сих пор, да? Да. У меня получилось туда поступить, что был безмерно рад и счастлив. Ну, в общем, и там начал учиться. Параллельно там я начал заниматься. Откуда склонность, к технике? Ну, то есть бывает же люди отличаются, считают. Честно, не знаю, может... Техники я считаю, это как-то все изнутри типа идет. Я не очень любил читать в детстве. Вот, мне больше всегда нравилось что-то там, не знаю, разобрать, собрать. Вот. Я больше руками люблю работать. Прикладное? Ну да. Так.
И, собственно, выбор был ясен, куда идти. Ну, в принципе, да. И у меня был выбор либо на программиста, я хотел поступить в ЕГТ. Тогда еще был, как раз рядышком там жил, вот, либо в техникум связи. Но там, как техникум связи было более престижно, и я туда поступил, ну, можно сказать, с легкостью. Сдал экзамены, и все, меня приняли. И все, я туда пошел. Именно на связиста пошел. Так. Дальше как складывались обстоятельства? В техникуме, когда учился, полюбил очень сильно КВН, начали заниматься КВНом. Вау. Да, мы очень долго времени занимались КВНом, выступали очень много где. Стали чемпионами в городе, в республике Саха-Якутия. У нас была команда КВН «Эксклюзив» называлась. Да ладно? Да? Да. Просто как бы навевает немножко ностальгию, потому что у нас был ансамбль «Эксклюзив». А, да? Да, интересно. Ну, мы танцевали, правда. Это не был не КВН, но вот мы играли в КВН, и вот с этих времен у меня пошло, там, я ведущим стал, ну, начало то есть получаться. Творческое что-то внутри сидело, Да, которое конечно, должно было выплеснуться. Конечно. Ну и, если честно, благодаря вот этому творчеству я очень хорошо закончил техникум связи. Ну, потому что там где-то... поддерживали. Где-то выступал. Родного. Да. То есть постоянно моя учеба была практически постоянно на сцене. Вот. Так. А дальше... Отучился? Дальше отучился, пошел работать. На самом деле я работал барменом сначала, официантом. Так, подожди, где тут связист, где тут бармен? Вы подождите. Я про это и говорю. Не сразу устроился на работу. Ага. Вот, и пошел, позвали барменом. Тогда еще ресторан был у «Адмирала». Может, помните такой? Да, на площади. Да, на площади. Да, я там работал барменом. Проработал, потом уже нашел в Якутскэнерго работу. Вот, пошел работать в Якутскэнерго. Работал там электромехаником 4-го разряда. Вот, ездили там в командировки на эти сети. Вот. Но я там проработал всего полгода. Вот, потом меня в армию забрали. И все, я такой в армии отслужил, у меня все хорошо. Кстати, ты не спросил, а током бил это? Нет, не успела ударить, потому что меня бак-бак и в армию забрали, потому что везде нужна армия, все спрашивали, когда армия, потому что, ну, работодатель требовал прям. Я такой думаю, ну окей, я потом психанул уже, думаю, ну и пошел сам в военкомат. Да. Так, редкий случай. И с большим желанием. Редкий случай. И с большим желанием, причем я туда пошел и неплохо попал. Я служил недалеко от Владивостока, там гарнизон Николаевка есть. И я как раз служил там в морской авиации. Но это была сухопутная морская авиация, это на аэродроме я служил. То есть бомбардировщики, там самолеты, которые там смотрят мониторы, там вокруг морей, там границы облетывают. Вот я на этом аэродроме служил, который обслуживал как раз-таки вот эти все самолеты. Вот. Служил, потому что у тебя была уже специальность. Да, конкретно, и почему хорошо, что я чуть-чуть попозже в армию пошел, не 18 лет, а я уже как дипломированный специалист был после колледжа связи. Вот, пошел туда, и меня сразу взяли там связистом. Все, дали мне телефонную станцию от АТС, автоматическую телефонную станцию. Это же дорогостоящее оборудование, кому попало, не дадут, там корабельная такая огромная стояла, в общем, и все. И все линии связи, которые там были в гарнизоне, я, получается, обслуживал. Ты уже знал? Да, у меня там вахта своя была, то есть я там даже в роте не жил. Ну, там, да, неплохо было, там свободное хождение по гарнизону, то есть со своей корочкой ходил, то есть, ну, такой связист, который мог зайти домой. В столовую без очереди, да? Вообще без очереди. Я даже с утра там иногда в столовой не просыпался, а у себя там кушал. Ну, то есть служба очень-очень классно прошла. Комфортно прошла. Очень комфортно, мне прям очень понравилось. Завел очень много друзей, с которыми по сей день общаемся. И деды сразу не докучали, получается? Не, было такое, конечно. Конечно, было. Везде дедовщина, она присутствует 100%. То есть она есть. Но это, наоборот, даже круто, что она есть. Ну да. Где-то своя иерархия, без нее никуда не денешься. Где-то веселее даже было. Ну хорошо. И приходя к тому, чем ты сейчас не занимаешься, как мы на самом начале представили, мастер по изготовлению мебели. Опять же, это можно проследить признаки того, что творчество, которое сидело внутри, да, но вот оно ждало своего момента. Как началось? Началось, на самом деле, очень случайно это все. Мы с женой семьей переехали на Лермонтова, 49. Это дом, который напротив парка прям находится. Вот, там балкон прям с видом на парк. Вот, и, ну, то есть нам надо было как-то обустроить балкончик.
И мы начали думать, как это сделать. Пришла в голову идея, типа, давай барную стойку сделаем. Ну, в стиле лофт как раз-таки. Мы такие, ну, давайте. А потом поехали в магазины, в разные магазины ходили, смотрели с женой. В общем, было дорого. Почему так дорого? Ну, я этого не понимал. А у меня брат сварщик профессиональный. Он ездит по вахтам. Вот, он варит. И я к брату обращаюсь, говорю, сделаем? Ну, барную стойку. Он говорит, да не вопрос, давай сделаем. 5 копеек. Да, ну, просто типа, материалы. Да, материал, говорит, купи, и все, и мы сделаем. Я такой, ну окей, все, я купил материалы, купил профильную трубу, 25 на 25, квадратную профильную трубу. Купил столешницу, сосну взял, мебельный щит, 40-ку, ну, толщиной. Так. Вот, взяли краску, взяли лак, взяли сварочный аппарат, ну, у брата был. Вот. Взяли сварочный аппарат и прям дома сделали это все. Бац-бац, и получился первый... Да, получилось первое изделие, вот это вот. Мы сделали 4 стулья барные и барную стойку. Ну, там, не помню сколько, где-то 1,300 м, 1,400 м, может, она была. Вот. А потом, когда мы уже переезжали, ну, мы кайфовали, соответственно, там, за этой барной стойкой, по утрам пьешь кофе, смотришь красивый, шикарный вид. Красивый вид. Да, на парк, вот это все. Вот. А потом, когда мы переезжали, ну, в новой квартире она уже не смотрелась так, эта барная стойка, и я поставил ее на продажу, и она продалась у меня на следующий день. И я такой, Слишком дешево продал, как будто. Да, Сложилось, наверное, ощущение. Потому что нет, как бы не дешево, но выставил такую цену, чтобы и отбить материал, и там, ну, чуть-чуть там накинул. с наварчиком остался. Да, там 1004, по-моему, накинул. Ну, то есть, Ух ты, да, без всяких. И я продаю это все, и такой думаю, ну, типа, я же еще могу сделать. Да. И такой думаю, так, думаю, что делать? Так, у меня есть сварочный аппарат, надо с кем-то... И брат. Брат по вахтам ездит, у него другая совсем работа. Вот, у меня есть сварочный аппарат, думаю, у меня есть друзья. Думаю, и давай по друзьям ходить. Вот, говорю, ребята, давайте заниматься мебелью, давайте займемся мебелью, вот такая-то идея. Вот, все так немножко скептически, в общем, к этому обошлись. Да зачем? Ну, вот. кто Ну, типа, купит? Не, никто купит, а типа, да ну, типа, в гараже это делать, типа, вот как-то вот такой вот страх был. А где, как? Ну, в общем, и потом приехал к другу, к другому. Директором А у него гараж большой. Так. Я просто приезжаю к нему со сварочным аппаратом и говорю, Дима, мы будем делать мебель. Он такой, давай. Ну и все. И мы начали делать мебель, начали тренироваться, потому что мы не умели ни варить, ни пилить, ничего. Там у нас было пару ручных каких-то инструментов, сварочный аппарат только. Все, больше ничего вообще абсолютно не было. И начали вот, увидели какой-то столик такой интересненький, типа такой, если со стороны смотреть, то он как левитирующий, такой, как подвесной. Вот. На двух таких палочках такой, да. Да-да-да, как будто такой... Ну да, ну такой. Да-да-да. Вот, и начали делать его. Как раз на первом столике мы хорошенечко потренировались. Макс, вот здесь можешь чистить? Но, как я думал, как я такой гадал, как у меня было все шикарно в голове, я такой думаю, сейчас я сделаю этот стол, и он мне так же легко продастся, как и барная стойка. Так. Но так не получилось, и он, кстати, до сих пор не продался, этот столик. Вау. Да, и мы такие думаем, ну, либо у меня было в голове, либо я продавать не умею, вот, либо, ну, столик настолько такой необычный, что, типа, знаете, когда вот делаешь что-то необычное, люди такие говорят, вау, классно, но мне куда это? Вот типа того. Вот так же с этим столиком получилось. И все, а потом мы начали давать объявления, и заказ поступил на 2 барных стула. Так. И мы сделали 2 барных стула, и это был наш первый заказ. Первые заработанные деньги, которые мы такие, опа, то есть можно классно дальше делать, и пошли у нас заказы дальше. Можно и совмещать даже, наверное, да? С работой? Да. С основной? Да. Я так и делаю всегда. Я почему получается совмещать? Потому что у меня на работе сменная работа. Я работаю день-ночь, то есть по 12 часов мы работаем. День отработал, потом ночь отработал, потом у тебя... Сколько дней выходных? Да, потом у тебя там 2-3 дня, допустим, выходных. И ну вот за вот один день, грубо говоря, отоспался, да, следующий день свободный. отцепной выходной, потом опять день-ночь, отцепной выходной, и вот такая вот постоянно, да. И вот эти вот 2 дня как раз вот есть, вот, чтобы параллельно чем-то заниматься. И вот я как раз искал, и вот случайно буквально на этот лофт наткнулся. Ну, то есть судьба как будто сама себе. Да, и уже начал потом изучать вот это все.
Вот. Потом так у нас немножко получилось, сложилось. Не сошлись немножко по работе со своим другом. Мы с ним не ругались, ничего. Но просто мне больше это нравилось. И как-то вот чуть-чуть не сложилось у нас именно в рабочие моменты. Вот. Там, как всегда, знаете, там кто-то больше делает, кто-то меньше делает. В общем, мы... Разделение обязанностей. Да, мы обсудили, посидели. Вот, и мне пришлось съехать. А куда ехать, я не знаю. Но я очень сильно хочу этим заниматься. Я думал, советовался с семьей. И в итоге купил свой гараж на Грейсе. Обычный кооперативный гараж, на самом деле. И да, конечно, теплый. И оборудовал там полностью. Уже себе мастерскую. Ну, потому что уже тогда у тебя было понимание, что этот вид деятельности тебе самому лично нравится, работать руками, и что это может приносить и прибыль, и от души надо души. Давайте, картошку все-таки. Да. Я за картошку забыл уже. Договорились. Все. Это мы уже пока сняли. Что у нас следующим этапом? Я смотрю, Семен мясо подготовил. Мясо готовит, блин, какое оно очень вкусно смотрится, да, даже в сыром виде. Я подготавливаю овощи. Чуть-чуть порежем все, и на противень, немножко прожарим овощи, да, и на противень. И на противень мы проложим такими частями. Все, тогда уже надо готовить сковородку, да? Да. Готовить сковородку, уже можно прогревать, я так полагаю. Или нет? Сковородочку? Еще рановато, сейчас еще лучок порежу. Да. Пока просто поставим. Так, а ты рассказывай, да. Ну, я действительно практически, получается, исповедь начинающего предпринимателя, да. Потому что, дорогие друзья, среди вас наверняка телезрителям обращаюсь, и наверняка есть люди, которые, ну, вот всегда бывает что-то, когда что-то новое начинаешь, что-то держит. Оно всегда тяжело, конечно. Тяжело, да. С какой стороны подступиться. Держите, Паш. Ну, вообще, вот, принять решение, чтобы заняться чем-нибудь, многих это задержит, потому что в слове «предприниматель» почему это и есть предпринимать. Да. Ну, то есть не бояться просчитать, а иногда даже не просчитать. Как говорится, главное ввязаться в бой, а потом посмотрим. Тут, типа такого. Тут больше смелости. Типа, ладно, короче, получится, не получится, но типа, ну надо сделать. Ага, да. И все, и вот так вот. Как-то... Либо когда внутри души говорит, что вот, ну мне нравится же это делать, не получится, ну, да, не типа, получится. Ну да, то есть, по крайней мере, я скажу, что я ничего не теряю, только приобретаю, наоборот. Это очень хороший опыт. А я как физик могу сказать, что отрицательный опыт тоже опыт. Да, 100%. Эксперимент я поставил, не удался. У меня научный руководитель говорил, ну вот отрицательный опыт, говорит, тоже опыт. Я наоборот считаю, что нет положительных и отрицательных опытов. Есть просто опыт. Есть опыт. И все, больше нет. Там ну, вот получилось, ты мыслишь реально как настоящий предприниматель. Да. Хорошо, продолжай рассказ, очень интересно. Так, мы остановились? Да, конечно. Мы остановились на том, что ты купил гараж. Ага. Вот я купил гараж. Оборудовал. Начал, оборудование туда покупать все. Ну, то есть сварочные аппараты. Вот компьютер туда поставил, чтобы все рисовать, все это сделать. Ну, у меня у меня прям офис там. И я так его оборудовал, чтобы в дальнейшем снимать это все для канала на YouTube. Ага. Какие-то ролики залетают, какие-то нет. Вот последний снял, он у меня на 3,7 тысячи просмотров. Ну, то есть для меня это вау, это круто. Я не знаю, я радуюсь, я представляю всегда, что вот передо мной стадион, и там 3000 там, с половиной человек. И я представляю, как это много. Я такой думаю, действительно много. Даже 200 человек посмотрят, я вот так перед собой вот эти 200 человек представлю. 100 человек перед собой поставь и попытайся выступить перед ними, чтобы заинтересовать их всех. И причем 100 человек меня посмотрел, там, допустим, ну или там 200, то есть для меня это вау, ну ничего себе. А тут 3700. А тут 3700, думаю, круто, да. Хорошо, слушай, вот выбор направления, да, не секрет, что стиль лофт, он практически уже, можно сказать, себе зарекомендовавший, он прижился для тебя конкретно, да, почему именно выбор лофт? Потому что есть это больше какой-то, наверное, творческий порыв. Потому что лофт это... Что такое лофт вообще? Да, лофт это в переводе с английского это чердак. Так. Вот. И раньше, там, в 50-х, 60-х годах в Англии
ребята начали переоборудовать как раз-таки чердаки во всяких... Заброшенные, которые вроде как бы... здания, да-да-да, везде-везде они вот это все начали переоборудовать. Либо заброшенные, либо которые не пригодны для чего-то другого. На заводах там каких-то старых, да-да-да. Вот. И они начали это переоборудовать, и он вот так вот вышел. И причем начали там жить как раз-таки люди творческие, там художники всякие, вот музыканты, в общем, поэты. И вот поэтому вот он зародился, но по сути он, стиль-лофт — это высокие потолки, это огромные окна, это хорошее освещение, это вот этот индустриальный вид, когда там балки торчат, вот когда кирпичи, вот это все, как там, будто остается впечатление незавершенного. Да, где-то тут вроде как бы штукатурка, а там где-то кирпич торчит. Все верно. Либо материалы какие-то такие, вроде как бы не струганные, грубое, может быть, местами. Что-то переделанное. Но при этом удобное и такое уютное. Согласись. Абсолютно согласен. Да. И оно не надоедает глазу. Ага, да. Оно все равно смотришь там и... Потому что это повседневность, это то, что мы с чем живем. Да. Именно так, да. Где черпаешь вдохновение? Ну вот, дизайн там, да? Ты придумаешь наверняка своего что-нибудь. Ой, ну, конечно, это интернет. То есть я всегда смотрю, кто что делает. Коллег, да? Да-да-да, какие-то там ролики могу посмотреть. Где-то подсмотреть. Где-то какие-то подсмотреть на позаимствовать. Да, то есть оно очень хорошо работает насмотренность. То есть там 1000 картинок посмотрел про это, насмотрелся, и у тебя все равно что-то откладывается свое уже в голове. У меня есть несколько проектов, которые, ну, полностью мой проект. Я делал стол для диджея. То есть еще сделал его из укладочной сетки, потому что мне сказали, он должен быть прозрачный и крутой. Я такой думаю, ну окей. Я люблю, когда мне доверяют, я такой думаю, ну давайте так сделаем. Да. То есть получается согласование с заказчиком именно материалов, да? Само собой размеров, это, ну конечно, да, потому что каждый индивидуальный заказ делается же под определенное здание, под определенные размеры, то есть, когда по потребностям, по нуждам. Когда мне поступает заказ, я всегда приезжаю на место, где будет это стоять, неважно, стол или стул это, то есть всегда приезжаю, мне очень важно посмотреть, где это будет. И как впишется в интерьер. Да, и, конечно, разговариваю с человеком, он уже мне говорит свои хотелки, там, размеры, какие там цвета, и мы уже с ним вместе думаем, обсуждаем, как это все будет выглядеть, как это все. Все, потом я уже прихожу в свою мастерскую, все рисую, обрисовываю, проект. Скидываю ему, мы все согласовываем. И все, я начинаю творить и начинаю вести дальше уже с клиентом беседу. То есть всегда во время изготовления я всегда на связи с клиентом. На любом этапе? Да, и вот именно на этапах. Типа, вот я смотри, говорю, вот, на любом этапе. Да, вот я привез, вот твои железки, скидываю фотку, вот смотри, вот твои железки. Он такой, вау, круто, там, вот твое дерево. Я там что-нибудь сделаешь еще, я говорю, вот я на этом этапе, вот я на этом этапе, вот я на том этапе. И вот скидываю, и таким самым образом подогреваешь интерес, как будто мы вдвоем это делаем, ну, совместно. Все, а потом уже, ну, не... То есть заказчик тоже чувствует себя в процессе? Да, конечно. Вот, и потом я не скидываю ему финальный результат, а уже приезжаю, и вот этот, да, и вот этот эффект вау, он всегда присутствует. Да, обязательно должен быть, да. Включить. Чтобы он сразу сказал, сколько платить. Типа, да, нифига себе. Да. Но я считаю, я недорого беру, исходя на самом деле, я потом начал понимать, почему это дорого, потому что это не так все просто делается. Я думаю, да что там, заварил, ручная работа, индивидуальный заказ всегда дорого. Что-то сварил, это заварил. Это не ширпотреб, это не массовое производство. Да, типа, что там такого там? Масличко есть? Еще раз? Масличко. Масличко есть. Вот это? Да, я думаю, что да. Масло? Да? Да, уверен. Да, оно. Ну и вот так и веду клиента я. Как продвигаешь свои услуги? Наверняка соцсети. Да, это. Ну, вот видеоблог, скорее всего, помогает. Соцсети. В основном очень хорошо всегда работает сарафанное радио. Ну то есть тот, который тебя заказывал, повторный который заказ, закажет, или там еще, да, там или друзья какие-то. О, Макс, ты же занимаешься, кто-то. Я Игорь, друг Саши. Да, момент, так и есть. Мне порекомендовали. Да, сарафанное радио. Говорят, ты можешь. Это же круто вообще. Да. Больше вот это работает. Ну и, конечно, в основном оно работает. Ну и, конечно, социальных сетей. У нас уже... Да, вы следите, я могу немножко... Да, я слежу. Горит чуть-чуть, масло. Овощи люблю покрупнее, когда. Да, я вижу, ты так сделал. Потому что, не знаю, мне кажется, так вкуснее.
Огонь нормально или может поменьше? Чуть-чуть поменьше, ага, надо. Поменьше, наверх, ага. Оп. Вот так. Вот так. На медленном огне. Ага. Чуть-чуть поджарим. Макс, я знаю, что ты уже почти 3 года этим занимаешься. Да. Какой-нибудь необычный заказ или какой-то такой? Необычный заказ как раз был один из первых у нас. У нас была большая барная стойка, 2-метровую мы делали. Делали подвесной шкаф большой, он прям от стенки. В общем, у меня подруга заказала моя, хорошая знакомая. У нее, она в частном доме живет, и у нее там на 2-м этаже целая гардеробная. Вот. И туда заказала себе, и еще заказала себе огромный 1,5-метровый сундук. Мы сделали сундук, да, из уголка. Уголок, который, ну, обычный уголок, 4 миллиметра толщиной. И вот мы из этого уголка сделали сундуки большой, огромный, и деревянный. Вот такой вот самый такой необычный заказ. А так, в основном, вот, допустим, последний ролик, который я снимал. По-моему, побольше надо будет. Да, чуть-чуть. Там я сделал журнальный столик «Шахта». Ну, знаете, эффект, когда включаешь, а там дна не видно. Вау. Да, вот такую вот штуку сделал. Вот сейчас его пытаюсь продать. И учусь продавать сейчас. Да, а есть какой-нибудь портрет твоего заказчика, средний? Кто заказывает тебе? В основном это предприниматели, либо какие-то такие же люди, которые хотят что-то вот необычное. Ну, так, да. Не хотят идти в магазин и покупать стандартный шкаф, либо стандартный стол, либо что-то сизюменькое, собственно, чтобы только у него. Да. Такая у меня только, у Майкла Джексона и у меня. Да, оно же все индивидуальненько идет. Да, я про это и говорю. И красим, и пилим, все как-то в процессе. И оно классно, когда на заказ делаете. То есть оно классно, то есть оно сразу подойдет тебе по-любому. То есть, грубо говоря, миллиметр в миллиметр оно вставляется, и такой, вау. Да. Ну, потому что вот прям, как будто оно экономия там места, да. само собой, да. Конечно. Потому что не у всех огромные квартиры, огромные площади. Да. Так, и лучок, да, в конце? А, лучок в конце, Ну, больше для украшений, наверное. Ну, да. Ну, лука я люблю много, зеленого. Ну, да, он вкусный. Не могу не спросить про наколки, татуировки твои. Татуировка, вот эта, кстати, она свежая. Я ее сделал буквально неделю назад. Да, мне один раз пришла идея в голову. Хотел наколоть себе, как раз набить «Привет» на всех языках мира. Вау. И вот здесь вот у меня как раз каждое слово, оно отдельно. Здесь по-якутски есть «дороба». О, «дороба», да. Вот, по-русски, «салам». Все языки, да? Все языки, я которые... вижу «чао». Да, испанский, французский. Там еще даже есть такие языки, которые я даже не знаю, но первый раз видел. Вот, единственное, нету, на Яндексе еще был язык эльфийский. Вот здесь нету эльфийского языка, потому что... Да, ни Photoshop не понимал этого языка, ни этот. Поэтому я его не знаю. Ну, можешь добавить потом, если что. Да, я смотрю, место есть. Это без проблем. То есть она... Красиво очень смотрится. Просто привет всем, хочу передать всем странам. Открыт для всех. Открыт абсолютно для всех. Я не хочу разделять. Мне очень нравятся культуры разных стран, народов. Я всех приветствую, всем говорю привет. Мы все люди, все одинаковые. Итак, друзья, у нас финальный аккорд. Да, Семен наш несет нам то, что получилось у нас в духовке. Вау. Сейчас мы тут все перемешаем, овощи перемешаем лопаточкой. И закинем это еще плюс чуть-чуть поджаренные овощи. Мы закинем это все. И прям вот так вот. Немножко сюда. И немножко туда. Немножко сверху на картоху. Да, отлично. Добавим чуть-чуть щепоточку хорошего настроения. Давай уберем отсюда. Так, ну что ж, давайте я пока буду резать мясо. И сервировать, да? Вы можете пока накладывать остальные. Все остальное. Да. Лопаточкой, видимо. Давайте. За вами поухаживать. Пожалуйста. Максим, я слышал, ты упомянул про свою семью. Немножко расскажи, пожалуйста, да. Мы с моей женой уже 12 лет вместе. Да, живем очень классно. Я считаю нашу семью самую крутую. Классная семья у нас. Дочке 10 лет,
Дочка умница, молодец. Сейчас занимается спортом. Ходит на тэквондо, изучает китайский язык. И также, лучше так, и также посещает еще художественную школу. Вот. Жена у меня мастер по ресницам. Причем мастер по ресницам международного уровня. Wow. Да, то есть она участвует, да, участвует. Там на самом деле у них очень серьезная организация, вот, очень серьезная профессия. Вот, она участвует в различных соревнованиях. Международный судья и международный чемпион, получается, по наращиванию ресниц. Вот. Так, и третью порцию, да? А, нет, вот так. Вот так. Ага. Да. Что ж, мы на финишной прямой. Выглядит все вкусно. Да, вообще красота. Вот. И еще раз говорю, я больше такой сторонник традиционной кухни. Мяско, картошка, овощи. Типа, что еще надо? Все быстро, все вкусно, все просто. И мясо, да? А, ну вот сразу сюда. Так. А так, в будущем, конечно же, хочется большой цех открыть. Вот, к вопросу, кем видишь себя лет через 5, через 10? Ну, Да. большой цех уже с ребятами, которые будут работать, и уже со своей мебелью, со своим дизайном. В общем, хочу выпускать линейку именно своей мебели. Вот. Ну, какой-то создать именно свой бренд. Да, свой бренд, свою линейку создавать и уже выходить уже на рынки. Но это вот так в моей голове в будущем. Что думаешь самое главное для того, чтобы добиться успеха именно в этой сфере? Я думаю, не останавливаться, главное, да в любой сфере. Не останавливаться и делать. И оно все равно 100% куда-нибудь оно тебя приведет. Выведет, да? Конечно. Самый вкусный момент нашей передачи. Смотрите, какая красота. Первым делом, конечно же, я возьму кусочек мяса. Идеально. Чуть-чуть не досол. Мне кажется, в ресторан ровно. Чуть-чуть можно всегда добавить. И перца ровно. Очень вкусно. Картошечка мягкая. Максим, я знаю, что ты ведешь еще и блог, да? Да. Расскажи немножко про него. Действительно, как вот определение человек-оркестр. Чем только не занимаешься. Еще раз, в Ютубе выкладываю, сам монтирую, сам снимаю. Вот, и с недавних времен на Яндекс.Дзен начал писать статьи. Вот, я обучаюсь на дизайнера по мебели сейчас, вот, продолжаю обучаться. И вот как раз иногда пишу статьи на Яндекс.Дзене, ну, вот, что-то изучил, там, допустим, какой-то дизайн, там, минимализм. Прям и на Яндекс.Дзен про минимализм что-то написал. Оно и закрепляется так лучше. Вот. Для себя даже, в первую очередь, да. Конечно. Ну и людям, некоторым тоже там интересно узнать, там, какие обои хорошие, какие нет, или вообще какие обои есть, там, допустим. Вообще. Я вот такие, да, что такое лофт, там, как он делается, там, из чего это все делается, в общем, вот такие штуки я пишу. Но по мне это очень интересно, так что подписывайтесь, Яндекс.Дзен, так и называется, все про лофт и дизайн. Ну что, Максим, спасибо за интересную беседу. Да, давай пожелаем тебе вместе дружно дальнейших творческих успехов. И у нас такая добрая традиция. Пожалуйста, на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Сейчас. Дожуй. Не, нормально. Это очень вкусно просто. В общем, первое пожелание — это, конечно же, смотреть передачу «Просто вкусно». Да, спасибо. Вот. Спасибо вам огромное, что меня позвали. Спасибо тебе. Мне очень приятно. Вот. А вам желаю, это, соответственно, очень хорошего настроения. Почаще улыбайтесь и ни в чем не ограничивайте себя, ни в каких этих рамках. То есть, если вы что-то хотите, идите, делайте. То есть, не стесняясь никого. Все. Друзья, я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях мастер по изготовлению лофт-мебели, блогер, предприниматель Максим Шкира. Максим, еще раз спасибо тебе большое. Тебе, вам спасибо. Семен Тарбахов, я Петр Цупандин. Друзья, мы на этом с вами прощаемся. Эфирное время, к сожалению, не резиновое. Будьте здоровы и кушайте, как мы всегда. Просто вкусно. Будьте здоровы. Все верно.